Давайте начнем из того, что сегодня происходит внутри России. Не всегда можем оттуда доставать достоверную информацию, но вокруг режима Башара Асада, уже который пал, вокруг Кремля, еще Кадырова, очень много странных сообщений. Во-первых, пару дней назад появилась информация в СМИ, что Башара Асада отравили. Оказывается, по изданию британской газеты The Sun, что якобы бывшего сирийского лидера пытались отравить после его прибытия в Москву. Новичок, говорят, якобы был применен. Мы точно не знаем, но давайте вот начнем с того, а правда ли нужен сегодня Башар Асад Путину и какие шансы, что этот человек будет где-то там спокойно доживать свои последние дни? Я думаю, это очень такой сложный вопрос, потому что есть много вариантов, чтобы Башар Асад исчез. Его можно физически ликвидировать, его можно там сделать какие-то документы, сделать так, чтобы у них очень много союзников по всему миру, чтобы он якобы похоронили, пышные похороны, и чтобы он исчез и доживал свой век под чужими данными и под чужим именем. Этот вариант нельзя исключать, потому что в России этот вариант используется уже последние 15-20 лет. У нас есть неопровержимые доказательства тому, что так это делается. И, возможно, с ним этот вариант тоже. Или же его проще всего ликвидировать. Ну, что он очень неудобен Путину сегодня, это однозначный факт. Потому что все те преступления, которые совершены Башар Асадом, его отцом, последние 50 лет в Сирии, они с каждым днем все больше и больше будут раскрываться, и они будут становиться общественным достоянием. И, конечно же, сирийские власти, с которыми сегодня Россия и Путин пытаются заигрывать, с тем, чтобы сохранить свое присутствие в Сирии, хотя бы номинально, для них это будет очень сложно сделать, имея Башара Асада в Москве. Потому что та сторона, конечно, в первую очередь поставит условия выдачи военного преступника в Сирию. И в этой ситуации, я думаю, что Путину и Кремлю нужно срочно избавиться от Башара Асада. Вот какую форму они примут? Физическую ликвидацию или же подмена документов и с тем, чтобы он исчез? Вот эти оба варианта, я уверен, что рассматривают. А какой вариант из них выберет окончательно Кремль для себя, ну, это мне сложно сказать. По поводу роли Кадырова. Вот очень много обозревателей, не один даже, писали про то, что да, Путин потерпел такое унизительное поражение в Сирии. После падения режима Башара Асада Кремль пытается сделать все, естественно, чтобы сохранить хоть что-то, в частности, свои военные базы в Сирии. И якобы спасительной такой вот соломинкой в этом вопросе для Путина стал глава Чечни Кадыров. Насколько это возможно, что Кадыров имеет влияние и его могли послать как кого? Как кого-то, кто будет что-то решать, как кого-то, кто может все же сохранить хоть что-то. Какая роль его? Анастасия, дорогая, конечно, это величайшее заблуждение. Кадыров никакую роль не играет, и ни в какой мере он не может быть полезен в Сирии для того, чтобы вести переговоры с сегодняшними властями Сирии. Это однозначно исключено. Вообще появление Кадыровых и старшего, и младшего на Ближнем Востоке – это чисто просто абсолютная заслуга самого Путина и России. Это они его представляли вот местным баям, местным царькам, халифам, шейхам, именно Кадырова. Именно благодаря Путину они его принимали. Именно пытаясь услужить Путину и быть востребованными для Путина в каких-то международных делах, они и принимали его, и раскручивали эту фигуру. Это не самостоятельная фигура, тем более для такого щепетильного вопроса. Просто одно появление Кадырова или же
просто намек на то, что Кадыров может приехать в Сирию, это было бы оскорблением для тех властей, с которыми сегодня Россия пытается на самом деле заигрывать. И они очень серьезно от них зависят сегодня. Поэтому они не сделают ничего подобного, чтобы раздражать их. А этот фактор появления Кадырова или же предложение России через Кадырова вести какой-то диалог с местными властями, те это рассмотрели бы как оскорбление. И поэтому никак я это не подтверждаю, этот факт, потому что это невозможно. Вот то, что невозможно, невозможно. Хотя нельзя говорить никогда, никогда, не говори никогда, никогда. Но в данном случае это однозначно, это тот феномен, который ни в коем случае не может быть использован в данном случае Россией для Ближнего Востока, конкретно по Сирии. Что ж, ну и тогда вот если уже так полностью читать и разбирать эти все конспирологии, которые существуют сегодня в СМИ, чему я могу поверить? Что, как пишут разные обозреватели, что все-таки Кадырову ничего не получилось, никто его, естественно, там не послушал, и пока успехов нет, и он якобы очень разозлился и якобы даже умышленно мог сбить тот самый азербайджанский самолет, который летел и который был в зоне достигаемости ПВО, которые недавно буквально вот Кадырову дали, чтобы Чечню охранять. Вот не знаю, можно ли проводить параллели, может ли это какая-то быть злость или умышленность, но все же сбиение самолета, оно будет сегодня бесследным для Кадырова? Да, абсолютно будет бесследным, потому что Кадыров не имеет никакое отношение к сбитию этого самолета. Просто никакое отношение. Он точно так же, как вы, как я, мог узнать о том, что этот самолет сбит из средств массовой информации. И его окружение, так называемые кадыровцы, потому что у них нету ПВО. У них нету ни одного стратегического оружия, которое они могли бы использовать. Россия им никогда это не предоставит и не предоставила. У них есть полицейские, это функции, которые они выполняют, полицейские функции. Это легкая бронетехника и стрелковое оружие. Никакого стратегического оружия у Кадырова нет и не будет, и никогда не могло быть. Не то, что стратегического оружия. Вы знаете, что после Первой войны чеченцев не берут в российскую армию с тем, чтобы они не были подготовлены в военном отношении. А их не призывают в армию. Абсолютно это факт. И именно делается это с целью для того, чтобы не подготавливать чеченцев, потому что в Первую войну именно чеченцы, которые прошли подготовку в советской армии и имели опыт даже в войне в Афганистане, вот они сломали хребет русским 31 декабря, когда они пошли штурмом на Грозный. И этот опыт у них очень четко осел в головах у военных. Как бы Путин не заигрывал с кадыровцами, для военных, для российских военных чеченцы остаются противниками и очень опасными противниками в любых их проявлениях, под российскими флагами, под другими флагами, но для них они остаются противниками, потому что они знают, что в любой момент ситуация может измениться, и вот эти чеченцы, которые сегодня находятся под российскими флагами, повернут оружие против них. Это факт. И это произойдет. И русские военные, российские военные генералы, они это знают. И просто лютой ненавистью все силовики ненавидят ни Кадырова, ни тех других чеченцев, которые беспредельничают сегодня по всей России от имени российского государства. Потому что у них есть удостоверение, у них есть иммунитет, который их защищает. И пока есть Путин, вот эта ситуация будет сохраняться. Но отношение к сбитому самолету Кадыров не имеет никакое. И поэтому еще один вопрос. Вот представьте себе, когда мы говорим о Кадырове в Сирии. Вы можете себе представить, чтобы Кадыров когда-либо в качестве парламентера со стороны Путина появился бы в Украине? Вот вы можете себе это представить такое? Нет, никто это не может себе представить. А именно Кадыров выполнял вот эти же функции в Сирии. Все злодеяния, которые совершались Путиным на территории Сирии,
Кадыров брал это на себя. Вот он с бравадой заявлял, мы их уничтожим, мы Башара спасем, мы это сделали. Он брал ответственность за все эти злодеяния на себя точно так же, как он берет злодеяния, которые совершает Путин и русские в Украине. Ни Кадырова, ни кадыровцев, их не было ни один момент соприкосновения с украинскими военными. Однако они создали вот такой миф, что якобы они везде и что только от них и зависит будущее Украины и развязка этой войны. Никакой роли, кроме раздражителя для самих русских, Кадыров сегодня в этой войне никакую роль не играет. Но, к большому сожалению, вот благосфера, журналисты очень последовали вот за тем имиджем, который создает Путин Кадырову, и, обращая на него внимание, сделали из нее очень, очень весомую фигуру, которой на самом деле, которой он не является. И поэтому ни в каких, ни в международных делах, ни с русской, ни с Сирией, ни с Украиной Путин не может использовать Кадырова. Путин будет существовать до тех пор, пока в Кремле сидит Путин. Он ему нужен только для внутреннего пользования. А внешний фактор и внешнее его использование во многом зависит от того, что как и кем его воспринимают за рубежом. Вот вся демонизация Кадырова, она заслужена. Это моральный урод, безусловно. Ему за те блага, которые доставляет Путин, он готов взять на себя все, что угодно. Он готов совершить любое преступление, если он в состоянии. Если он не в состоянии совершить это преступление, он готов взять на себя это преступление. Вот с этим азербайджанским самолетом, если бы не личные дружеские отношения Ильхама и Рамзана Кадырова, он бы взял на себя ответственность за этот самолет, чтобы спасти Путина. Но в данном случае он это не делает, потому что для него очень важны личные отношения с Ильхамом Алиевым, с президентом Азербайджана, с которыми они дружат семьями. И именно поэтому он и отрицает, и не берет на себя ответственность. Если бы не этот факт, он взял бы это на себя. Но хотя он не имеет никакое отношение к этой трагедии и к этому преступлению, которое совершено на высшем уровне, государственном уровне. Любое ПВО, ракеты стратегического назначения, это под контролем и под командованием исключительно верховного главнокомандующего. Я это знаю по опыту Первой войны. Вы можете даже вот взять интервью Шаманова, которое он давал на «Эхо Москвы», когда нанесли ракетный удар по центральному рынку, и когда журналисты их обвиняли, военных, Шаманова и других, которые, он сказал, нет, это не наше ведомство. Мы не можем, это только оружие верховного главнокомандующего. Только верховный главнокомандующий может дать указание нанести этот удар. И поэтому у меня нет никаких сомнений. И малазийский Боинг, который был сбит на территории оккупированной Украины, и вот этот малазийский, и вот этот азербайджанский борт, он сбит по указанию и под командованием именно вышестоящих органов России. Может, Путин сам не отдавал приказ, но у него есть подразделения, которым уже разрешено сбивать пассажирские борты. Я об этом говорил. В 2004 году Россия приняла закон, позволяющий российскому ПВО сбивать пассажирские самолеты. Это по закону они сбили. И поэтому, да, этот наводчик или оператор, который дал команду, он может сказать, что вот этот борт в данный момент представлял какую-то угрозу. И ни Бортников, ни Следственный комитет, потому что это соответствует закону России, который принят, не может привлечь к ответственности. Да, они выплатят компенсацию, они выплатят и постараются, но никого призвать к ответу за сбитый этот борт он не может. Ни Путин не может, ни Бортников не может. Потому что это их закон. И вот мир должен знать, насколько небезопасно сегодня летать над Россией. Это сейчас азербайджанский самолет. А в любой момент они могут сбить любой борт на территории России, потому что их закон позволяет им это делать.
Да, это точно должны быть какие-то итоги всех стран, которые сегодня еще летают в Россию, но пока видим, что, к сожалению, таких вот решительных заявлений мы не видим. Ну что ж, тогда будем наблюдать. По поводу того, кто еще сегодня может принимать решения в России. Экс-посол Украины в США выразил мнение, Валерий Чалый, что Патрушев, секретарь Совета безопасности России, в иерархии спецслужб может находиться выше, чем сам Путин. Значит ли это, что в том, например, секретном борту, который в конце декабря летал в США, после чего говорили про то, что наверняка переговоры какие-то, они продолжаются, связи есть, мог быть, я не знаю, именно Патрушев? Или кто там сегодня из тех людей, с которыми можно говорить, разговаривать, и которых Путин мог бы послать вместо себя? Анастасия, я об этом говорю много раз, и, наверное, придется повторить и сейчас, потому что вопросы так или иначе одни и те же, и поэтому приходится, к большому сожалению, повторяться. Сегодня Россией управляет ни Путин, ни Патрушев, ни Шойгу, ни Бортников, ни Нарышкин. Есть система, которая сформировалась еще в бытность Ельцина, когда они захватывали власть в России после Андропова. Вот эта спецоперация по так называемой перестройке, это была спецоперация от начала до конца, проведенная КГБшниками. Они еще с того времени создали вот эту систему. И эта система привела к власти Путина. У них были 3 кандидата, выходцев из КГБ. Это Примаков, это Степашин и Путин. Ну, сложилось так, что вокруг Путина собралась вот эта так называемая российская олигархия, которые считали, что он самый слабый из них, из этой тройки, и что они могут им управлять и будут управлять. Вот это спасло систему, что привели к власти именно Путина, человека, который абсолютно был подконтролен и ничего не значил в сфере силовиков и системе КГБ. Но в последующем они, как говорится, свита делает короля. Они из него сделали фигуру. И в первую очередь это получилось, потому что вот его заявление, как его назвали в одно время, очень, очень точно ему его назвал наш президент Всемирного конгресса Дени Тепс, он его назвал сортирным мокрушником, когда он сделал заявление о том, что он всех чеченцев там будет мочить в сортире. Вот он таковым и был на самом деле вот в этой иерархии, в этой системе. И сегодня, почему акцент делается на Патрушева, и почему считают, что как Патрушев лично влияет на Путина, это дело в том, что их связывает, Патрушева и Путина связывает не служба в КГБ, не какие-то там отношения в Питере, которые у них сложились, а взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Вот эти теракты в 1999 году готовились в бытность директором ФСБ Путина. Вся эта подготовка была проведена, подготовительные мероприятия были проведены при Путине, когда он был директором ФСБ, и под его началом. И в последующем, когда Путин пошел на повышение, став директором ФСБ, Патрушев реализовал, в принципе, он реализовал приход власти Путина к власти. Потому что вот эти взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, они играли решающую роль для начала второй русско-чеченской войны. И вот на этой русско-чеченской второй войне Путин и сделал свою политическую карьеру. И поэтому на сегодняшний день просто принципиально неважно, Нарышкин полетел, Бортников полетел, даже сам Путин полетел. Но ни Путин, ни Нарышкин, ни Бортников не будут принимать решения. Решение будет принято вот этой системой. Вот тем сегодня можно назвать это коллективным Путиным, который управляет всеми и всем, что происходит, и несет ответственность. И они в любое время, вот эта система, на самом деле, в любое время может избавиться от Путина. Даже используя вот этот же прием, о котором мы с вами говорим, Путин может одного из его этих
двойников могут пышно похоронить, а настоящий Путин может просто уйти и исчезнуть с лица, с политической арены и доживать свой век. И этот вариант тоже нельзя. Но решение принимать по этому или по-другому, и по окончанию войны, и по тому, как будет складываться ситуация с Трампом и с администрацией Трампа, будет вот эта система. И поэтому неважно, кто из них посещал борт, и кто был на этом борту. Патрушев, Путин, Нарышкин или Быстрыкин, разницы нету. Если говорить про то, сколько осталось Путину, очень такой интересный прогноз сделало издание The Telegraph. Они написали, что Путин не переживет еще один год, подобный 24-го. Наверняка это не было, да, вот про какую-то смерть, или Путину в холодильнике, или что там еще слышали. Они говорили про то, что война в Украине стала таким вот позорным провалом для Путина. Он не смог достичь цели, он не смог сделать то, что он хотел, ни одну область он не захватил, которую он вписал себе в Конституцию якобы, да. Ну и еще Курская область также есть проблемной. И здесь также обращать внимание на экономику, на которую Путин должен оглядываться, потому что он даже сам признал, что экономика сегодня не в лучшем виде России, и как бы это все планово. Как думаете, 25-й год, он может стать последним для диктатора? Анастасия, мне сложно говорить окончательно там выводить, ну там говорить о вердикте, выносить вердикт по поводу Путина или этого режима. Ну однозначно, я это говорил вашим коллегам, что вот этот 25-й год, вот все эти предыдущие 3 года, они были очень тяжелыми для Украины. Но вот этот 25-й год, он будет очень тяжелым для России и для этой системы, которые развязали эту войну. И я абсолютно уверен в том, что украинцам нужно выдержать сейчас, да, сохраняя вот эту миролюбивую практику высказываний, политические заявления о готовности перемирия, о готовности остановить войну, потому что Соединенные Штаты Америки, в частности Трамп, это для него стало очень важным моментом в его политической карьере, и вот продолжение его каденции, новой каденции в качестве президента, он хочет начать с того, что он остановит войну в Украине. И у него есть 2 варианта остановить эту войну. Вот повести жесткий ультиматум России и Украине остановить военные действия, вот как он выразил, или от его имени выразились, да, если Путин на это не пойдет, он вооружит Украину, если Украина на это не пойдет, он отойдет и не будет поддерживать Украину. Вот в этой ситуации сегодня политика украинцев и украинского руководства, она очень правильна. Они заявляют о своей готовности. Но дело в том, что Путин на тех условиях даже, которые кажутся сегодня украинцам неприемлемыми для себя, они на самом деле неприемлемы. Но это неприемлемо для Путина вдвойне, потому что это все равно будет означать поражение Путина. Это будет окончательная фиаско вот этой системы. И вот самый главный вопрос сегодня, вот эта система, чтобы сохранить себя и в последующем трансформироваться во что-то другое, как они это делают еще с царской охранкой, да, они могут пожертвовать Путиным, вывести его с политической арены и после этого уже пойти на какое-то перемирие и заключить какое-то соглашение. Но нужно понимать одно. Перемирие, оно возможно, но примирение украинцев и русских, оно невозможно в ближайшие 100 лет. Как минимум. Это невозможно. А до тех пор, пока не будет вот этого примирения, никакое перемирие не положит конец противостоянию Украины и России. И поэтому существовать сегодня в мире на современном этапе может одно из этих 2 государств. Или Российская империя, которая проглотит Украину и станет доминировать на европейском континенте и решать проблемы во всем мире, или же Россия должна исчезнуть с карты мира как империя, и Украина должна сохранить свою независимость и суверенитет. Вот эта дилемма сегодня перед миром. Если мир хочет получить Россию, чтобы Россия управляла всеми субъектами, которые входят сегодня в Европейский Союз,
они могут позволить проиграть Украине. Или Соединенные Штаты Америки, если они хотят плюс к Китаю заиметь еще одного диктатора и супердержаву, которая будет конкурировать с ним по всей планете, они тоже тогда могут закрыть глаза и позволить Путину выиграть войну в Украине. Но ни для Европейского Союза, ни для Соединенных Штатов Америки этот вариант, он неприемлем для них, он не в их интересах. Поэтому Украина может быть абсолютно спокойно вести политический диалог и политическую риторику в том виде, в котором она будет восприниматься позитивно и для Соединенных Штатов Америки, и для Европейского Союза. То, что сегодня на самом деле руководство и делает. А окончательное решение по этому вопросу, оно будет принято на фронтах. Это ВСУ, которые должны будут усилить и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз, если они хотят завершить войну. С Россией войну можно завершить сегодня, уже на этом этапе, только полное поражение России, военное поражение России может привести к какому-то диалогу и окончанию этой войны. Вот понимание вот этого должно усиливаться все время, постоянно и у американцев, и у Европейского Союза. И мы с вами должны способствовать сформированию вот именно этого. И не обращая внимания ни на Кадырова, ни на этих халуев, которые никакую роль не играют в этом глобальном конфликте и в глобальной войне, которая сегодня идет в Украине, которая абсолютно заслуженно можно назвать Третьей мировой войной. Ну и также припоминается заявление Офиса президента, там советник главы офиса Подоляк, он сказал про то, что пока переговоров быть не может, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну. Ну, в наших головах это, мы понимаем, что очень многие жизни людей, их уже нету. Почти 100 тысяч наверняка, да, там и почти миллион уже будет, в общем, за все полномасштабное вторжение, что Путин потерял людей. Если говорить про мобилизацию, про жизни, а сколько бы Путину ощущалось людей, которых он мог бы бросить на мясо в Украину? Может, 2 миллиона, 3 миллиона? Есть ли здесь какая-то такая цена и порог, до которого Путин мог бы дойти, а потом подумать, что наверняка уже не надо дальше идти? Нет, нужно абсолютно быть уверен в том, что для Путина вот этой верхней шкалы, которой он может остановиться, тот почувствовал вот эти потери, вот этого нету. Для него это абсолютно расходный материал. Это не человек в этом смысле слова, и он не принимает решения именно поэтому. Почему российская армия была страшна всегда? Тем, что она не считалась жертвами, ни своими, ни жертвами со стороны противника. Вот это характеризует эту страну. Вот это всемирное зло, которое сегодня гнобит человечество. Без преувеличения, это всемирное, всеселенное зло Россия, вот в том виде и в том качестве. И в первую очередь вот это зло уничтожает так называемых русских, которые идентифицируют себя как русские, хотя как русские такой нации нету, очень давно этой нации нету. Вот все, кто потеряли корень со своим национальной идентичностью, они себя называют русскими. Вот это есть всемирное, всеселенское зло, которое нужно остановить. И только в этом случае мир может говорить о стратегической стабильности. Вот мера, относительно чего вы говорите, какое количество людей должно погибнуть и умереть, вот этого для Путина просто нет. И совершенно правильно говорит Михаил Подоляк, когда он говорит, что до тех пор, пока Россия не заплатит цену, не может быть примирения. А до тех пор, пока не будет примирения, не может быть решения этого конфликта. И поэтому все упирается именно в это. И поэтому сегодня и украинцы, и все, кто поддерживает украинцев, должны понимать, что у них выбор один. У них один выбор.
Или Россия будет доминировать еще 100 лет и будет продолжать совершать те злодеяния, которые она совершает, или Украина выиграет в этой войне и накажет вот это всемирное зло, всем миром выиграет и накажет это всемирное сицилианское зло и призовет к ответу тех, кто совершили эти злодеяния, особенно хотя бы последние 30-40 лет. И у Соединенных Штатов Америки, и у Европейского Союза никакой другой армии, которая может победить Россию, кроме как Украины, нету. Другой армии нету. НАТО всецело вместе взятое не сможет противостоять сегодняшней России, если они позволят Путину победить украинцев. Но у них есть исключительный шанс руками украинцев наказать вот это всемирное зло и достичь всемирной стратегической стабильности. Вот перед каким выбором сегодня стоят Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и весь остальной цивилизованный мир. Да, ну и, конечно, в завершение, вот мы всегда, знаете, надеемся, что а вдруг что-то такое начнется в России, что режим закончится, что-то произойдет, и когда вот говорят про то, что может ли ситуация выйти из-под контроля, чаще всего называют Кавказ, и именно этот регион считает, что наиболее всего способен на что-то, протесты, я не знаю. Как думаете, какой-то новый Пригожин, новый человек, который хотел бы все изменить и за которым пойдут, он может сегодня существовать чисто теоретически в России? Нет, абсолютно. И Пригожина не было. Пригожин был, это проект ФСБ, который они сделали, который они провели вот эту спецоперацию по выявлению нелояльных существующей системы и с тем, как что складывается в Украине. Поэтому единственный регион и единственная нация, единственное место, где может изменить существующий режим и существующую, децентрализовать Россию, это Украина. Ни Кавказ, ни Чечения, никто. Вот все усилия тех, кто хочет освободиться от колониальной зависимости России, они должны приложить усилия к тому, чтобы Украина победила и принимать участие в войне на стороне украинцев против российского агрессора. Другого варианта ожидать, что какие-то проявления или вот это быдло населения, которое живет и поддерживает Путина, что у них изменится отношение к этой войне, и они начнут какие-то протестные акции, забудьте, мы должны об этом забыть, мы очень хорошо знаем это население. На сегодняшний день 95% тех, кто проживает на территории России, они поддерживают Путина. А единственное, что они не простят Путину, я о этом говорю уже 10-й раз, это поражение в войне в Украине. И если мир или мы хотим, чтобы в России начались какие-то протестные акции или какое-то неповиновение существующему режиму, мы должны Путина наказать в войне в Украине. И только это может послужить вот этому взрыву и всплеску народного волнения против Путина и против этого режима. Только военное поражение России. Что ж, верим, что так и будет, и мы верим, что, конечно же, и ваш народ также будет свободен, потому что очень много людей сегодня хотят быть свободными от путинского режима. Уверены, что Украина также поможет и вам в этом. Желаю вам также сил и удачи в вашей борьбе. Мы вместе с вами. Благодарю вас сегодня за этот разговор. Спасибо, Анастасия. Мы вместе с вами. Иншаллах, мы победим вместе вот это всемирное зло, и мы будем свободны.